А'удзу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин. Ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. У нас по средам, как бы обычно, уроки на исламскую тематику. Какие-то спорные вопросы, вопросы фикха где-то, да, мы разбирали. Поэтому эту тему, иншаллах, будем продолжать потихоньку. Конечно, тем, кому она была бы, эта тема, особенно полезна, эти ребята, братья у нас мало ходят на такие лекции, да? Как бы они не хотят эти вещи как-то слышать, слушать, к сожалению. Но, возможно, в будущем когда-то, может быть, это где-то вот в записи увидят, польза какая-то будет, да? Потому что как бы есть такой момент вот у молодежи, так скажем, вот у людей, которые хотят как-то делать все по-своему, как они говорят, по хадису, по Корану, да, и когда они там где-то вот сталкиваются с другой противоположной точкой зрения, там какой-то ученый сказал, какой-то имам, хазрат сказал, да, они потом начинают как бы говорить, что не надо эти вещи слушать. Это как бы портит, там, путает человека, да, такие вещи начинают говорить. Но это неправильный подход, это немножко такой сектантский подход. Слушайте только вот такие мнения не слушайте, к этим людям прислушивайтесь, к этим там людям не прислушивайтесь. Это как бы такой немножко сектантский подход. У каждого человека есть, так скажем, разум, у каждого человека есть какая-то там база знаний, так скажем, да, с помощью которых, в принципе, можно понять, что это все-таки истина или не истина, это близко к истине или совсем что-то не то, да. Вот. И из таких вопросов как раз вот этот момент, который постоянно говорим, что мы должны следовать прежде всего за учеными, да. И есть определенные, так скажем, моменты, определенные обстоятельства, почему вот мы должны следовать именно за какими-то определенными учеными, да? Это может быть обстоятельства места, то, что вот в этой местности мнение ученого какого-то распространено, да? Это может быть обстоятельства времени, что внутри какого-то времени промежутка мнение ученого распространено, да? И мы как бы вот эти мнения принимаем, так скажем, и за ними следуем. И в этом будет, иншаллах, то, что мы следуем за истиной. И вот здесь, как бы, опять же, в истории, если мы посмотрим, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел, он воспитал своих сподвижников. Да? Сподвижники, они, значит, напрямую от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, брали информацию. Потом они расходились по повелению пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто-то уходил по зову души, именно объяснять людям ислам. Да? Потом, после сподвижников, соответственно, эту эстафету приняли табиины начали это дело делать. Затем, после табиинов пришли табиины, да, и потом вот эти ученые. То есть вот эта цепочка, как мы уже не раз говорили, она непрерывна. От пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, она вот так, эта цепочка передавалась. И вот, особенно в первые вот эти века, в первые годы, так скажем, да, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже умер, когда вот эти были величайшие сахабы, табиины, они были именно на том уровне, что они все были, так скажем, муджтахиды. То есть они все напрямую пользовались хадисами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, напрямую пользовались, значит, какими-то источниками информации, да, как, например, сахабы могли подойти, задать вопрос, там, табиины, например, да, или же уже ученые могли к табиинам подойти, задать вопрос, да, по поводу этого, да, что как было, как пророк делал. То есть эта информация, она среди них, так скажем, жила, они этим всем жили, и поэтому они все были именно как муджтахидами. То есть у них не было нужды еще какие-то моменты отдельно изучать, да, как-то отдельно все прослеживать. То есть они вот именно были воспитаны в таком духе. И среди них были такие ученые, так скажем, да, которые были актуальны в пределах своего времени. То есть был какой-то сподвижник,
он жил там в какой-то местности, он ходил в какую-то мечеть, и, соответственно, люди к нему приходили с вопросами и говорили, вот такая ситуация жизненная возникла, что делать? И он говорил, там, вот пророк саллям в этой ситуации так делал, пророк саллям, он учил нас вот так делать, да? Потом, например, этот сподвижник, соответственно, через какое-то время умирал, и не оставалось людей, которые, ну, как бы следовали за ним. То есть все, он умер сам по себе, он когда был, к нему приходили, когда он умер, все, его вот это влияние закончилось после этого, да. Были такие ученые, сподвижники, табиины, которые даже после смерти их влияние продолжалось. То есть какое-то продолжительное время, там, может быть, десятилетие, там, может быть, там, даже сотни лет, да, вот так, 100 лет может даже, да, вот как пример здесь Аузары переводится. Он после его смерти, как бы люди какое-то время жили по его вот этим словам, потому что он говорил, но потом со временем это тоже забылось. Но это вот, я говорю, и в обычной жизни тоже так же, можно сказать, происходит, да. Есть у нас имамы, например, да, есть у нас казы, которые решают какие-то вопросы, да, и есть казы, которые там, пока он живой, там, скажем, к нему приходят люди, да. Потом казы, если он умер или если его сняли с должности, к нему уже не приходит. Ну, это вот такой человеческий фактор, да. Абдуль-Хак Саматов, например, вот он был казы в Казани, сколько там лет назад он умер, например, да, но сейчас вот до сих пор его слова вспоминают. Вот иногда в разговорах, в маджлисах, где-то говорят, вот у него есть трехтомник, он книжку там выпустили, да, с его вот этими ответами по исламским вопросам. И до сих пор вот где-то в мечетях, в деревнях, на маджлисах его слова вспоминаются. Вот, а у Абдуль-Хак Самата вот есть такие слова. А вот он вот так говорил. А вот как вы потом по этому поводу думаете? Да, вот вопросы могут люди задавать. То есть его влияние продолжается до сих пор. Но, например, там через 50 лет еще, да, вот сейчас там 2023 год, ну там в 2040 году, когда вот эти поколения бабушек умрет, когда там, возможно, мы уже умрем, да, и наши уже вот внуки, возможно, они даже не будут знать, кто такой Абдуль-Хак Саматов. То есть такого имя, даже если им скажут Абдуль-Хак Саматов, они скажут, кто такой, мы не знаем, да, через какое-то время. Вот примерно такое же, оно всегда происходило, всегда это было, вот это как бы такая перестановка. Сначала одни люди какие-то вещи рассказывали, потом другие люди рассказывали, да, кто-то умирал, кто-то уезжал с этой местности. Вот после вот это движение знаний, движение информации, оно между людьми всегда происходило. Какие-то ученые, как сахабы, да, как Ибн Масуд, Али, у них еще больше, значит, продлилось это воздействие вот их слов, их каких-то решений, что они стали основоположниками масхабов. Вот эти масхабы, как сейчас, которые есть, например, вот Ибн Масуд и Али, он считается, что в основе Абу Ханифского масхаба именно вот лежат вот эти мнения этих сподвижников, да, то, что они слышали от пророка, салям, то, что они передавали от него, какие они основы заложили, потом это вот через цепочку, через учеников этих сахабов дошло до Абу Ханифа, и, соответственно, потом через учеников Абу Ханифа дошло до нас. То есть это вот таким методом все происходило. То есть на тот момент все были какими-то именно источниками иджтихада, которые могли сами выносить решения, да. Вот. Но потом прошло время, и осталось, так скажем, количество каких-то людей, которые вот эту всю информацию они собрали в одну как бы стройную систему и, соответственно, уже передали нам. И мы сейчас этой информацией уже как бы можем пользоваться, можем ее применять в жизни. И также упоминаются вот такие как бы слова, применяются такие слова, что если какой-то человек скажет, да, так скажем, не совсем знающий человек, как можно ограничивать людей словами каких-то ученых определенных и запрещать им самим размышлять, самим выводить решения, или же следовать за ними, не следуя за какими-то другими учеными. То есть как это так может быть? То есть это мы сейчас, например, в современном вот этом мире, так скажем, часто эту мысль слышим.
То есть, да, мы уважаем ученых, говорят молодые ребята, да, но мы говорим, что можно следовать за любым из них. Не надо выбирать какого-то определенного, там, Абу Ханифу, Шафира или еще что-то. Нет, ты вот почитал Абу Ханифу, тебе понравилось его мнение в этом вопросе, ты за ним следуешь. Потом ты почитал Шафири, понравилось во втором вопросе его мнение, ты за ним следуешь. Прочитал там в каком-то месте там Ибн База, тебе понравилось его мнение, ты за ним следуешь. Да, как бы вот такое видение есть. И вот говорят, как так можно людей ограничивать какими-то определенными учеными? Нет? Или сами пусть что-то ищут, что-то находят, да, в хадисах, в Коране, или же пусть они следуют вот за разными учеными. Зачем людей ограничивать? На что было от такой получен ответ, да, когда эту мысль сказали, это похоже на то, как сподвижники пророка, саллаллаху салям, объединили людей на одно чтение Корана, да, что было на 7 чтениях различных. И во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мы этот пример тоже периодически приводим, как Умар в мечети одного сподвижника прочитал намаз, сказал, ты Коран читаешь неправильно. Да? И он его потащил к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, он намаз испортил, он намаз читал неправильно, у него Коран читал неправильно с ошибками. И потом, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обратился к этому сподвижнику, которого Умар притащил на суд к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, он сказал, читай этому сподвижнику. И этот сподвижник прочитал, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, так было ниспослано. Потом сказал теперь Умару, ты читай, Умар, как ты это видишь, как ты это знаешь. Он прочитал Коран. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, так было ниспослано. То есть оба были правильны. Но Умар при этом, когда первый раз это вообще услышал, он эту версию вообще от пророка никогда сам не слышал, что так можно Коран читать в таком этом, да, варианте. Он сказал, ты намаз испортил, ты Коран испортил, ты там все испортил, и пошли на суд пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это сподвижники. А что же говорить о простых людях? Когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер, когда сподвижники разошлись по разным местам, начали читать Коран, кто как знает, кто как получил от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Соответственно, потом эти люди начали друг с другом встречаться в других мечетях. И это не Умар там с сподвижником, это там не какие-то большие ученые, это простые люди. И, соответственно, они там начали не только там друг другу замечания делать, там, ты неправильно Коран читаешь, да, давай вопрос друг с другом решим, а там доходило до каких-то таких больших глобальных проблем, вплоть там до фитны какие-то поднимались, да, в этом вопросе. И когда уже сподвижники сказали, подожди, так нельзя людей оставлять в таком положении, что 7 различных чтений Корана, которые пророк сам принес, и люди начали путаться, начали друг друга обвинять, ты неправильно, да, а это чтение Корана. И тогда они что сделали? Они собрали всех людей на одну букву, то есть на вот это, на наречие Курайш, да, и запретили читать Коран на другом наречии, да. Это мы знаем, когда Усман собрал, когда Абу Бакр собрал Коран, да, потом после Абу Бакра Усман второй раз собрал Коран. Когда Усман собрал Коран, он все Кораны сказал, надо уничтожить, чтобы остался только вот один вариант, чтобы только один вариант люди читали, да? И из того, что Абу Бакр собирал, остался один вариант у Хафсы, да, дочки Умара, радиаллаху анху, и она сказала, я не отдам, это мой вариант. Я как бы его не отдам, это как бы моя книга. И потом уже после смерти Хафсы этот уже Коран изъяли, да? А вот именно вариант, один Коран, он был как бы распространен среди людей. И как бы сахабы увидели, что невозможно достигнуть пользы для людей, кроме как вот этим путем, чтобы все остальные наречия убрать, оставить только одно наречие. И если бы они оставили как бы людей вот на таком положении, что пусть читает кому как нравится, или кто как знает, и кто как считает правильным, то это привело бы в конечном счете к тому, что люди бы как бы впали в большое фитна, да, вот это смуту, большую смуту, и это привело бы к, самоуничтожению. И то же самое мы можем сказать по поводу хукмов и решений, которые относятся к халялю и хараму. Если людям не дать четкую вот эту как бы позицию в этих вопросах, какими-то ограничить их рамками, словами определенных имамов, то это приведет к тому, если это не сделать, да, не ограничить людей определенными рамками имамов, ученых словами, то это приведет к тому, что их религия испортится.
И каждый, так скажем, глупец, который считает себя знающим, он будет требовать, как бы искать главенство для самого себя при помощи иджтихада. И будет придумывать какие-то слова, и эти слова он будет причислять к прежним, ну, как потомкам, да, к прежним людям, прежним ученым, которые были до него. То есть он будет какую-то вещь придумывать, говорить, что это сказали прежние ученые, и эти слова или он будет приписывать от себя им, то есть говоря, что это они говорили, хотя они этого не говорили, или же второй момент, он будет эти слова говорить от имени этих предшественников, да, саляфов. И эти слова, эти салифы говорили в действительности, но уже вся умма объединилась на том, что эти слова, они, оставлены, что ими не надо пользоваться. Да, говорил какой-то сподвижник этот вопрос, да, говорил какой-то табиин этот вопрос. Были такие моменты, да, их немало, но потом оказалось, что эти уже вопросы, они как бы отменены. Там пророк, салям, отменил, когда этого сподвижника не было, да, или же этот сподвижник, он что-то неправильно понял в хадисе, такие тоже моменты были, да. То есть, как бы, да, слова могут быть, но при этом они не совсем подходят к данной ситуации или к этому моменту, или же вообще они не применяются. И Суюти сказал: «И знай, что разногласие масхабов в этой умме это является большой милостью и как достоинством и преимуществом. И эту милость, ее могут постигнуть, это такой секрет, тонкий такой секрет, который могут постигнуть только очень знающие люди, алимуна, да? И большинство незнающих, невежд, они это постигнуть не могут. И приходится даже слышать такие слова, дальше Суюти говорит, что пророк, салям, пришел только с одним шариатом. Откуда взялись эти 4 масхаба, да, как бы, откуда эти слова берутся? Кто эти слова придумал, такую вот логику, что пророк с одними словами пришел, а масхабы, они вот с разными словами. То есть вот этот момент, он в жизни у нас прослеживается, что у нас постоянно пытаются как бы масхабы, мнение ученых, противопоставить сунне пророк, салям, что масхабы, мнение ученых, это одно слово, а сунна пророк, салям, это совсем другие слова. Хотя это неправильный подход, да? И причины, почему все-таки вот мы следуем за учеными, за масхабами, за определенными масхабами, да? Первая причина в том, что они, ученые, они собрали вот эту всю информацию в одну систему и установили для них правила. То есть есть усуль фикх, так называемый предмет, заложил его как предмет Шафи'и, а, соответственно, вот все масхабы, которые сейчас существуют на сегодняшний день, они вот основаны на этих правилах. И чем вот эти правила, они как бы точнее, чем они глубже охватывают вопросы, да, то, соответственно, тем хукмы, которые выходят из этих правил, из этих масхабов, они, так скажем, прочные. То есть их уже так просто не оспоришь. Да, есть у нас частные слова пророка, салям, есть общие слова пророка, есть частные аяты, есть общие аяты, есть противоречия какие-то хадисы друг другу, да, в явном смысле. И вот как это все вместе совместить, ученые взяли, то есть это все этим так или иначе занимались, то есть без этого, это никак, без этого что-то выносить какое-то решение из одного аята, из одного хадиса, когда смыслы там совсем разные, то есть это любое дело. Но вот именно правила устанавливали, это уже не все так делали, да, что именно вот это правило здесь вот такое, поэтому этот частный смысл, он противоречит там общему смыслу, общий смысл, он сильнее частного смысла, и вот эти все комбинации уже выводятся различные хукмы, различные решения из этих аятов и хадисов. Но правила, они должны установлены быть внутри вот этих масхабов, да? И у одного из ученых спросили, можно ли следовать
масхабом сподвижников. Да, есть такое понятие масхаба сподвижников. Там Айша, Ибн Аббас, Ибн Мас'уд, Умар, Али, Абу Бакр. То есть они что-то говорили в свое время. Эта информация так или иначе до нас дошла. И он этот ученый ответил таким образом, что вот все исследователи в этом вопросе, они единогласны в том, аджма, да, то есть у них джима, они единогласны в том, что как бы простые люди, они не могут, у них нет никакой возможности, связи следовать за масхабами сподвижников, радаллаху анхум. Но они как бы должны следовать масхабам имамов, которые исследовали вот эти все мнения сподвижников, которые то есть разделили их на какие-то разделы, да, собрали в систему, потому что масхабы, как бы сподвижники, они не занимались этим, и они как бы не обращали на это внимания, чтобы собирать вот эти мнения в какие-то там подразделы, разделы. И они как бы не прилагали к этому определенных усилий, то есть у них не было такой цели, они просто вели работу, дагват, там строили халифат, строили мусульманское общество, но вот именно такой работы, чтобы вот именно все это собрать, систематизировать, разделить по разделам, у них, говорит, такой не было, да, ни цели такой не было, ни возможности такой не было, они совсем другим вопросом занимались, поэтому в том виде, в каком до нас доходят вот эти мнения сподвижников, они как бы на сегодняшний момент неприменимы. И такой пример приводится, как-то Ибн Араби, да, спросил у Газали, это два таких тоже классических, так скажем, мусульманских ученых, и спросил он у него: как ты думаешь о том, кто следует за имамом Шафи'и, например? И есть в его масхабе имама Шафи'и слова, которые противоречат одному из 4 халифов или кому-то другому из сахабов, из сподвижников, то что он должен, этот человек, сделать? А он же должен следовать за этими сподвижниками, потому что они наиболее далеки от ошибок, так как они следовали за именно пророком, саллаллаху салям. Да? И Ибн Араби приводит такие слова, и есть слова пророка, саллаллаху салям: если вы следуете за кем-то, то следуйте после меня за Абу Бакром и Умаром. То есть сподвижников. Пророк сам не сказал: следуйте за учеными, да, следуйте за теми, кто там больше знает, например, да, или систематизировал эти знания. Нет, он сказал: следуйте за Умаром и Абу Бакром. И вот он говорит, такой вот вопрос возникает. Есть хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть мнение Шафи'и и есть мнение сахабов. Причем мнение сахабов, кого-то из сахабов противоречит мнению Шафи'и. Вот в этом вопросе как вот человеку делать? Он все-таки должен, наверное, следовать за сахабов, да? Как бы вот два больших ученых этот вопрос обсуждают. На что Газали ему ответил: в этом случае, да, когда такой вопрос возникает, у человека должна быть как бы хуснузан, он должен предположить, что Шафи'и по своей основе не может противоречить сподвижникам. Не может такого быть. Это нереально. Если только есть какой-то далиль, который как бы знал, ну как Шафи'и, да, и как бы он сильнее вот этого мнения сподвижников. Если же он скажет, что нет, Шафи'и не мог знать какие-то моменты, да, он не мог знать слова этих сподвижников, тогда мы как бы к Шафи'и припишем невежество. То есть он или знающий в этих вопросах, или он не знающий, он специалист, не специалист. Если мы говорим, он специалист, он знает далили, аят, изучил всех сподвижников, соответственно, мы говорим, даже если мы, на наш взгляд, мнение сподвижника противоречит Шафи'и, но Шафи'и, он в этом вопросе больше специалист, чем мы, и он знал этот момент, и он как бы этот момент изучил, и он сказал, что нет, в этом вопросе все равно вот это мнение более правильное, да, хотя он противоречит мнениям каких-то сподвижников. Или же мы его называем не специалистом. То есть второй вариант, мы говорим, да, он не специалист, он ничего не знал, он мог ошибаться, он мог как бы не узнать какие-то мнения сподвижников, тогда, говорит, как бы мы его называем не специалистов. Но это, говорит, ну как нереально. Как вот он столько труда положил, столько всего изучил, там его ученики все передали. И вот в конце концов, как бы получается, что мы его говорим, что он не специалист, да?
Если он не специалист, тогда кто специалист? Такой вопрос возникает. И дальше вот продолжение слов. И это причина того, что мнение тех, которые пришли позже, оно предпочтительнее мнений, как тех, которые были до них. Но вместе с этим мы знаем о достоинстве тех, которые были до них. То есть сподвижники, они в любом случае по достоинству выше, чем любой там ученый, так скажем, да? Они были с пророком, саллям. И мы знаем их достоинство, но мы почему говорим, что их слова не принимаем? Потому что мы говорим, что вот эти ученые, они все слова изучили. То есть мы не отрицаем слова сподвижников, не говорим, что они там что-то неправильно сказали или что-то там где-то они ошиблись. Мы говорим, что эти ученые, они знают какую-то вещь, которая по своей доказательной базе, она сильнее, чем то, что говорят сподвижники. И может быть такое, потом Газали продолжает объяснять свою мысль, да? И может быть такое, что те, которые были до ученых или вот до предыдущие поколения, они услышали какие-то хадисы пророка, саллаллаху алейхи. И этот хадис, возможно, он говорил только, по одной цепочке ахадан, да, то есть один раз только он эти слова сказал. И они после этого распространились в разные местности, в разные страны, в разные города разошлись. И после этого их слова, этих сахабов, начали разниться. И они выносили решения в своих местностях, где они жили. И, может быть, до них дошли какие-то хадисы, да, тоже эти случаи упоминаются. Может быть, до них дошли какие-то хадисы, после которых они поняли, что их решения были неправильные и говорили уже по-другому. И они не прилагали каких-то особых усилий к собиранию хадисов, потому что они были заняты именно распространением религии, да, дагватом были заняты, чтобы до людей довести вот эту основы. И потом, когда вот это время закончилось, когда ислам укрепился, распространился, ученые, таби'ины обнаружили, что ислам уже полностью сформировался. То есть все, кто что мог сказать, уже сказал. Пророк, саллям, сказал, после него сказали сподвижники, которые разошлись по всем городам, после них сказали таби'ины, которые тоже разошлись по всем городам, да? И вот в какой-то момент таби'ины сказали, что все, теперь весь комплекс информации, он сформировался. Вот это всего хадисов, высказываний, далилев, да? И после этого они начали собирать эту информацию в отдельные блоки. Как эти вот ученые Бухари, Муслим, да, вышли. Откуда они вышли? Они сказали, что эту информацию надо систематизировать. И они начали собирать вот эти хадисы, начали собирать высказывания сподвижников, начали их систематизировать, комбинировать, смотреть, какой сильнее, какой слабее, да. И из этих всех мнений выбирали какое-то одно мнение, которое более усиленно было доказательствами, у которых доказательства наиболее сильные. И вот это и является, масхабом ученых, да, вот что они сделали. Почему мы не можем за сподвижниками идти, за их словами? Потому что у них не было это все сформировано. Почему мы идем за учеными? Потому что они это все собрали и объединили в одну целую систему, при помощи которой уже люди легко могут этой информацией пользоваться, да, и не ошибаться. Если сказать, что нет, это не надо, это все лишний труд, надо вот как сподвижники жили, как от пророка сам хадис слышали, так его применять, соответственно, уже это этот все огромный труд ученых, который они там много, можно сказать, сотни лет этому посвятили, можно сказать, что это было все впустую, да, что это все не надо. Еще одна причина, почему мы следуем за учеными, за масхабами, это в том, что они собрали очень эту информацию в подробном плане, да, что на многие вопросы ответы так или иначе уже есть у этих ученых, да. И, например, от имама Абу Ханифа передается, что он вынес 43 тысячи решений, 43 тысячи вопросов, да, каких-то он осветил, именно опираясь на хадисы,
пророк, салям, опираясь на аяты, он вот 43 тысячи передается, да? А вообще во всем Масхабе, вот в другом месте где-то читал, 1 200 000. Вот на сегодняшний момент решенных вопросов 1 200 000. Вот как бы так, да, самый широкий такой масхаб. Да? То же самое имам Шафири, тот же самый имам Ахмад. Когда их вот эти книжки собирают, вот при имам Ахмада говорится, что когда собрали все его высказывания, решения, которые он так или иначе высказал, набралось 40 томов книг, набралось, 40 томов книг. То есть он вот эту информацию, которую я говорил, вот она собиралась, концентрировалась. И вот эти табиаины, вот эти ученые, там Малик, там Абу Ханифа, Шафи'i, имам Ахмад, да, вот они все, как раз вот это поколение табиаинов, табиаинов, да, они как бы вот эту информацию уже сконцентрировали и собрали, да. И вот из-за этого у них получилось очень много. Там, если там есть сборник там высказываний Али, например, да, там 1-2 тома, они в книжных магазинах есть, встречаются. Или там фик Айша, по-моему, называется, такая книжка, по-моему, видел, фик Айша, да, там, по-моему, 1 том, ну, такой толстенький, но 1 том, да, как бы, это, да, высказывания сподвижников, но они вот как бы так вот разбросаны, их вот так, какую-то систему собрать невозможно. И вот тот же самый момент, как я сказал, вот был имам Аузаи, и за ним какой-то, после даже его смерти, люди следовали за его высказывание, но потом он все-таки потерял свою актуальность, и одна из причин как раз была вот в том, что у него мало было этих решений, высказываний, что люди, то, что он давал, они как бы смогли это применить, а потом, когда уже его слова закончились, уже появились какие-то новые обстоятельства, уже люди попытались, но не получилось. У Аузары поискали по этому поводу, нет высказывания по этому поводу, нет высказывания по этому поводу, нет высказывания, да, и уже как бы они сказали, ой, не получается, надо тогда в другом месте искать. И поэтому потом вот эта актуальность потерялась, да, у имама Аузары. А вот у этих ученых, там, у 4 масхабов, которые мы сегодня знаем, у них они как бы вот всегда актуальны с той точки зрения, что они постоянно, вот эта вся у них информация как бы, ну, обновляется, постоянно идет вот эта работа, постоянно на все вопросы они так или иначе пытаются найти ответ, да, и это заложили вот именно эти основатели, так скажем, вот эту всю основу, а потом уже на этой основе их ученики начали это все развивать. Поэтому вот то, что вот очень много вот этих ответов на вопросов является причиной того, что сейчас мы за этими учеными очень легко следуем и как бы не испытываем каких-то затруднений. Еще одна причина, почему мы следуем за учеными, это в том, что у них, когда они преподавали своим ученикам, эти ученики, так скажем, были преданы им. Они, ну так вот, по мудрости Аллаха, да, так случилось, что вот у них именно такие были выдающиеся ученики, которые потом после их смерти своих учителей, они это все, вопрос этот весь развили, да. И есть такое известное высказывание, от Шафи'i передается, его часто тоже его приводится, что Аль-Лейс, был такой факих Лейс, да, в Медине, получается, да, он был более знающий и более понимающий, чем имам Малик. Да, но Лейса мы сегодня не слышим, такой Лейс, да, его знают специалисты, кто этим вопросом занимается, по фикху, известный как бы ученый, в книжках встречается, высказывание его, но в таком широком формате он неизвестен. И имам Шафи'i говорит, Лейс, он был более знающий, более понимающий, чем имам Малик, кроме того, что его ученики как бы, ну, лям якуму бихи, то есть не стали на его защиту, или там не продолжили его дело, или как бы не поддержали его авторитет в таком плане, да, то есть высказывание. И в другом моменте, что вот именно у других этих ученых были вот эти ученики, да, тот же самый Захаби, который постоянно приходил к Абу Ханифе в свое время и задавал ему вопросы, говорил, что ты неправильно понял хадис, ты там неправильно применяешь хадис, там надо поднимать руки во время намаза, да, по-моему, это вот он, от него передается, что у Абу Ханифы, говорит, была такая особенность, что он воспитал очень большое количество из больших людей, воспитал большое количество джамаат из больших людей.
Из них это Зуфар бну Хузейль, и Абу Юсуф аль-Кады, и его сын Хаммад бну Аби Ханифа. И там перечисляют вот этих всех людей, да? То есть 7, 8, 9, 10 человек, которые Абу Ханиф воспитал, и они после него стали такими большими учениками, да, большими учениками, учеными, которые дальше продолжали это все, его дело развивать. Следующий момент, что выделяет, почему вот сейчас мы за этими масхабами следуем, за этими учеными именно мы говорим, надо следовать, да? Следующая причина, то, что его ученики, они тратили время на то, чтобы развивать слова, развивать как бы мнение своих учителей. То есть они настолько их уважали, настолько были уверены в их правоте, что они именно этому уделяли время, да? Тот же Абу Юсуф, когда он был учеником Абу Ханифа, он был один из лучших учеников, и он написал, например, книжку, по-моему, называется «Ответ Ибн Аби Лейлю». То есть был такой Абу Лейль тоже, да, у него был свой масхаб, и он критиковал Абу Ханифу, на что Абу Ханифа ничего как бы не написал, не сказал, но ученик Абу Юсуф, он отдельную книжку по этому поводу написал. Тот же Мухаммад бн аль-Хасан аш-Шайбани, да, это второй его известный ученик, который писал книгами, про него говорит, что он пошел к имаму Малику после смерти Абу Ханифы, пошел к имаму Малику и 3 года как бы учился у него, и изучил его книгу Муатта, это имам Малика, и все, что там было упомянуто из этих хадисов, и потом, когда он вернулся, он написал ответ на эту книжку и как бы привел доказательства, которые противоречат доказательствам имама Малика, другие хадисы, и эта книжка, она известна как Муатта, тоже Муатта он ее назвал, сборник, да, Мухаммада, то есть это была известная книжка, мы ее сейчас знаем, и Муатта имам Малик, и Муатта Малика, да, а это Муатта Мухаммад, то есть как бы именно одна и то же название книжки, но разные авторы, и как бы он это все как бы написал. И после еще этой поездки он написал еще одну книжку, которая называется «Доказательства против жителей Медины». То есть у имама Малика был такой метод. Он слова жителей Медины ставил, ну, как бы на такое почетное место, да, что если эти жители Медины эти дела делают или эти слова говорят, значит, они это сохранили от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И была такая отдельная у него есть как бы отдельное направление, слова и действия жителей Медины. И вот после того, как он туда, имам Мухаммад съездил, он поговорил, услышал имам Малика, его вот эти все вещи, да, и потом он написал отдельную книжку, которая сказала «Доказательства против жителей Медины». То, что не все слова и не все дела жителей Медины, они могут быть доказательством каких-то дел, да. Также передается, что во времена, значит, вот этого ученого Мухаммада аш-Шайбани, да, ученик Абу Ханифа, был человек такой, его звание Иса бну Абан. И он приходил, молился в мечеть, и у него был, получается, брат, родственник, который был учеником Мухаммада аш-Шайбани, да, на его уроке. И я, говорит, его периодически, вот своего этого брата, Иса бну Абана, приглашал на его уроки, Мухаммад бну аль-Хасана, да. И, значит, он на это мне отвечал, он мне на это отвечал, это те, которые противоречат хадисам. То есть он как бы, нет, я не пойду на его урок, это те, которые противоречат хадисам. И у Аисы, у него была такая как бы память хорошая, он очень хорошо, быстро запоминал и знал очень много хадисов. И однажды так, ну, как бы получилось, что он с утра утренний намаз читал со мной в той мечети, где я молюсь обычно. И как раз в этот день после утреннего намаза был урок Мухаммада. И я как бы, старался с ним, вот с этим своим братом быть, и не отставал от него, там, вопросы задавал, разговаривал, забалтывал его, да, до тех пор, пока не пришел Мухаммад и не начал свой урок. Дәріс башланғаш бұсы қалды енді, сказал, все, урок начался, я, значит, здесь буду сидеть. Потом, когда Мухаммад освободился от своего урока,
Я взял его там за руку и сказал: пошли к нему, подойдем поближе. И мы подошли к нему, я сказал: это сын моего брата, то есть племянник, да, получается, Абан бну Садак. Он пишущий, записывающий, и у него как бы хорошая память, и он знает много хадисов. И я его несколько раз звал на твой урок, и он мне говорил: это вы те, которые противоречат хадисам. И после этого Мухаммад повернулся к этому молодому человеку и сказал: о сынок, в каких вопросах ты видишь, что мы противоречим хадисам? И не свидетельствуй против нас, пока ты не услышишь от нас. Не говори так людям, что они те, которые противоречат хадисам. Не свидетельствуй против нас, пока ты не услышишь от нас. И в этот как бы разговоре они затронули 25 разделов по хадисам. 25 разделов по хадисам. И Мухаммад бн Хасан начал отвечать на каждый его вопрос и объяснять, какой хадис стертый, отмененный, приводил на это доказательства с именами, со всеми учеными, со всеми цепочками приводил доказательства, да? И когда как бы разговор закончился, и мы разошлись, он повернулся ко мне, этот мой племянник, и сказал: между мной и как бы светом, нуром, была парда, занавеска. И сегодня она поднялась, эта занавеска. И я никогда не думал, что как бы в этом мире может быть такой человек, который так четко может объяснять вот эти все вещи, да? И после этого он начал ходить за Мухаммадом бн Хасаном, люзуман шадидан, то есть не оставляя его ни один урок. Не только на этот утренний урок приходил, а где-то, когда слышал, что Мухаммад где-то что-то рассказывает, он всегда туда шел. Или там приходил с утра к его дому и за ним ходил, где бы он ни находился, пока не взял у него эти все знания, да? И потом Иса, вот этот человек, когда уже он стал сам уже ученым, он написал такую книжку, называется «Маленькие доказательства». Аль-Худжа Сагир, или там не маленькие доказательства, а небольшие доказательства в таком плане, да? И откуда эта книжка появилась? Она появилась у халифы был друг, товарищ, да, с которым они вместе изучали хадисы. Рафикуль Ма'мун, да, вот Ма'мун был халифа, а, соответственно, у него был друг-товарищ, Иса бн Харун, да, получается. И они вместе изучали хадисы, и он написал книжку, вот этот друг, как бы Харун, халифа написал книжку, которым объяснил, в каких моментах там Абу Ханифа ошибся в хадисах. И так как Ма'мун тоже был ученым, да, он сказал: напишите или там дайте ответ ему на эти его мысли. Что, где, вы как думаете? И потом ему начали приносить вот эти книжки. И пришел один, принес книжку, он сказал: Исмаиль бн Хаммад, да, он сказал: нет, это не то. Потом Яхня бн Актам принес тоже книжку, он сказал: нет, это не то. И потом книжку принес Иса бн Абан, сказал: вот мой ответ на эту его книжку, и вот эта книжка называется Аль-Худжа ас-Сагир. И когда Аль-Ма'мун прочитал, сказал: вот это вот то, что как бы именно, надо было, да, то, что вот именно эта информация, она объясняет вот именно ответ вот на эту книжку, да. И потом он написал другую книжку, называется «Большие доказательства». То есть те малые доказательства – это большие доказательства, да. А тут он написал именно на ответ на Шафи'и. Имам Шафи'и, у него была старая школа и была новая школа, да. Когда он в Египет переехал, он там новую школу обосновал, а у него была еще старая школа, старые как бы доказательства, да. И он вот на эту старую его школу написал доказательства, почему он, где ошибся имам Шафи'и. И когда он ехал в Египет, он остановился в Ираке и хотел там какое-то время быть, чтобы людям преподавать, вот то, что он знает.
Ну, как бы ученый приехал, лекции хочет рассказать, да? И люди начали лекции рассказывать, он говорит, а ему начали говорить, ты неправильно говоришь. Он же как бы ученый, он говорит, почему я неправильно говорю? Потому что вот на эти твои слова есть такое-такое доказательство, а вот на эти твои слова есть такое-такое доказательство. И после этого он сказал, ну, я здесь как бы, мне неудобно здесь рассказывать ничего этот. И он остался очень короткое время в Ираке. Он сразу дальше поехал, как бы не стал. Он, хотя в намерении его было подольше там остаться, да, как бы людям знания передать. Но вот из-за того, что вышла в свое время эта книга, и люди эту книгу читали, знали, и когда уже имам Шафии начал свои вещи рассказывать, они как бы уже были готовы эти вещи слышать и говорили, что нет, вот ты здесь ошибаешься, здесь хадис неправильно применил, здесь так неправильно сделал. И как бы это вот именно труд ученых, да, которые это делали. И потом это имам Абу Ханифа. Имам Шафии тоже там все вот эти великие мухаддисы, так скажем, да, Бухари, там Муслим, другие ученые, Науави, да, они все были в основе своими шафиитами. То есть они вот, зная вот эту свою базу хадисов, они, конечно же, тоже имама Шафии, ну, как бы со всех сторон защищали. Когда кто-то что-то пытался против имама Шафии сказать, что вот он неправильно, он ошибся в том хадисе, он не тот хадис неправильно применил, тут же вот эти ученые могли ему ответить, сказать, нет, он все правильно применил, потому что вот здесь такая цепочка, здесь такой хадис, здесь так как применяется, да? Это как бы у всех ученых вот это как бы... Ну, они прошли проверку временем, так скажем, вот этими всеми доказательствами. То есть это не так, что вот там Абу Ханифа или Шафир, или там имам Ахмад сказали, или имам Малик сказали свое мнение, и все это мнение сразу приняли. Нет, постоянно кто-то приходил Далили, говорил неправильно, правильно, другой ученый, этот ученый, и постоянно вот это все происходило у них там, да, и вот кто, как бы, скажем, в конце концов смог до конца вот это все выстоять и защитить, то сейчас вот мы этим пользуемся. Вот то, что это, да? И сейчас, если даже какой-то выходит там человек, говорит, я знаю доказательства против там имама Абу Ханифа или имама Шафии или там другого ученого, мы говорим, наверняка это уже там 100, 200, 300, 400 лет назад это уже все было. Просто сейчас мы как бы этот момент, может, забыли, но мы поищем и найдем, как он ответил на этот вопрос, да, как он ответил на этот хадис, как он ответил на этот аят, да, именно понимание вот этого аята, почему так происходит. Если даже кто-то вот что-то, какие-то вещи попытается там сейчас вывести, да. А уже вот эти современные ученые, которые сейчас уже есть, с ними так не получится, да, то есть они даже если какое-то мнение говорят, и тут же, так скажем, это мнение легко можно опровергнуть, сказать, что вот есть такое доказательство, потому что нету базы вот этой, нет вот этой наработок, а вот у этих всех мазхабов эти все наработки есть. Это вот несколько причин, и иншаллах на следующем уроке эту тему еще продолжим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.